Побольше, да? Да, да. Школу закончил? В каком классе учишься? В 11? Как тебя зовут? В какой школе учишься? 44? Что делал? Сколько лет тебе? А? Четвертый фотография. Не влазит, в школе фермарля ходил. Классно. А видишь, убегают. Там внизу вы всегда разговаривали, да? Да, уже, там, наверное, уже прососались они все уже. Сейчас. Вы должны закрыть. Более школьники, карантин. Да, вот у вас и школьницы. 44-я школа, 4-я, 12-я, все записали. Мы карантин объявили для того, чтобы здесь. Они там все. Як бар чистий. Как тебя зовут? Вот класс учишься. Класс учишься, какой школе учишься? У вас все что? Дети на карантине объявили, чтобы дома сидели. А вы ходите в школу. Здесь очень много народу. Поэтому надо лучше дома сидеть. Вы не боитесь, что можете заболеть? Почему тебя маска?
одевай маску. Спирт есть? Одень маску. Да, я думаю, что мы сейчас обратимся в штаб по поводу закрытия данных клубов, особенно те клубы, где посещают дети. Я вот обращался в управление дел, инспекция по делам несовершеннолетних, данную работу завтрашнего дня проводить. Мы будем проверять все клубы, и если мы для детей объявили карантин, я думаю, что они должны сидеть дома. Я прошу обратить внимание именно родителей, чтобы они не пускали детей в клубы и держали по возможности их дома. Поэтому у вас маски нету, да? Наверное, забыли, да, маски, да? Поэтому я думаю, что такие клубы, где очень много людей, желательно не посещать. Хорошо? Вы в 4-й школе, да, учитесь? 4-я школа. 4-я школа гимназия, в 9 классе учитесь. Вы должны всем друзьям сказать, что на сегодняшний день карантин объявлен для того, чтобы сидеть дома. Мы могли бы оставить всех, заставить всех учиться, но на сегодняшний день, видите, по поручению президента мы объявили карантин. Для того, чтобы вы были в безопасности. А безопасность только дома. Вы шило на мыло поменяли со школы, пришли в компьютерный клуб и играете. Поэтому, уважаемые руководители школ, дорогие родители, управления дел, я прошу, чтобы по возможности дети сидели дома. Мы, наверное, в ближайшее время еще будем проводить рейды, именно будем выявлять детей, кто нарушает карантин. И как проводится обработка клавиатуры, компьютера, какой контроль и особенно вечерний контроль у детей. Скажите, Принимаем все санитарные меры, то есть помещение у нас проветривается всегда, стоят санитайзеры, клавиатуры, мышки у нас протираются спиртовыми растворами. Вот. Пока что мы не получали каких-то официальных бумажек по поводу закрытия, поэтому мы работаем. Ну, если мы получим официальное предписание, то мы закроемся на карантин. Мы предпринимаем все необходимые. Мы сейчас думаем закрыть доступ лицам младше 21 возраста. То есть люди, которые ушли на карантин, это школьники, студенты, они больше не смогут к нам заходить во время карантина. Да, мы будем проверять паспорт. Ну, сейчас мы будем проводить эти меры. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, вы? Меня зовут Абдулов Турбек, я являюсь директором автобуса. Абдулов Турбек. Да. Абдыгулов Нурбек. Запомнила? А вы что, не записали? Нет, конечно. Закрыться, пока что мы не получали никаких бумажек по этому поводу от мэрии. То мы пока будем работать. Случилось это на республиканском штабе, чтобы закрываться кинотеатры, Но мы закрываться же должны все-таки компьютерные. получить, да, мы должны получить на законных основаниях, мы должны закрыться. Правильно? Просто то, что мы прочитали в новостях, ну, пока что нет никаких бумажек, распоряжений. Сократилось ли посещение после коронавируса? Куда нет. Прям сильного сокращения больше. Абдулов. Спасибо. Сейчас, я думаю, просто сейчас. я понимаю, но что теперь интернет клубтар жабыш керек болчу. Буларга эми кандай чара көрүлөт? Азыр боюнча интернет клубтар жабыш керек болчу. Бүгүн эртең менки саат 6:30 баштап баардык
4 райондун аймагында, Бишкектин аймагында биз ар кандай иш-чараларды өткөзүп атабыз. Бул боюнча жанагы жаш-өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы кызматкерлери дагы жаш-өспүрүмдөрдү мектеп учурунда карантинге жабылганына байланыштуу алар үйүндө болуш керек болчу, бирок ар кайсы жакта базарларда, чоң кооптуу жайларда болбосун үчүн ушу балдар жуктуруп албаш үчүн ошондой эле баардык окуу жайлардын студенттерине дагы түшүндүрүштөр жүрүп жатат. Азыркы учурда биз иштерди алып барууда. Мына өзүңүздөр байкагандай, биякта азыр 2-3 мектеп окуучулары дагы жүргөнгө байланыштуу азыркы маалда биз буларга түшүндүрүү гана иштерин жүргүзөбүз. Биз 1-2 жолу түшүндүрүү ишин жүргүзөбүз, түшүнбөсө ар кандай иш-чаралар көрүлөт. Кандай иш-чара бар? Административдик айыптар. Канча айып төлөшөт негизи? Орусча скажите, пожалуйста. Жок, негизи тактакты жабылыш керек беле же окуучулар киргизбеш керек беле? Бияктан азыр оюн зоо, ушундай физкалдык компьютерлер клубдар баары жабылыш керек эле. Бирок азыр келсе өзүнүн администрацияда бизге билген жок эле, эми жабасыз деп атат. Биринчи жолу биз түшүндүрүү ишин жүргүздүк, эскерттик. Эми кечке маал биз экинчи этап менен кечке маал дагы текшеребиз кечкисин. Ошончо дагы каралат. День-то 2 раза, да, или? 2 этапа будем проводить. Первый этап с утра 6 утра до 21:00, 21:00 до утреннего, до 6:00. Это будет 3 дня, 3 мероприятия будем проводить. А вот администратор говорит, что официального постановления нет. Есть или нет? Есть, по-моему. Как вам сказать? То есть они обязаны закрыться? Обязаны по предупреждению. Это мы все должны, каждый. Нельзя так говорить, что меня не будет касаться, другим будут касаться. Это каждый должен думать и о себе, и о других. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын полковниги Атамбаев Нурлан Мухаммедович. Рахмат. Дорогие коллеги,